О люди! Аллах в священном Коране говорит: во имя Аллаха Милостливого и Милосердного. О те, которые уверовали! Бойтесь Господа своего, и пусть каждая душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Господа своего, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете, и вы увидите свои деяния в день суда. Аллах также говорит: во имя Аллаха Милостливого и Милосердного. Если бы мы не спаслали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили. Сегодня умма пророка, да благословит его Аллах и приветствует, находится в тяжелом состоянии. Общество мусульман испытано различными фитнами. Однако, если брать отдельную часть уммы, которая сегодня живет в благополучии и безопасности, имеет возможность спокойно исповедовать все каноны своей религии, то ты, как и с чем бы ты ни сравнивал, не найдешь места более благословенного, чем наша Чеченская Республика. Почему? Потому что те люди, которые сегодня стоят у власти, в других странах относятся равнодушно к нуждам своих народов, а также не принимают активных действий по искоренению фитн среди них. Таких примеров, к сожалению, множество в умме пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мы должны быть благодарны Аллаху, почаще восхвалять Его, говоря «Альхамдулиллах». Сегодня у нас есть свобода вероисповедания и безопасность. Кто это нам дал? Мы должны обращаться к Аллаху с мольбами за правителя. Ахмад ибн Ханбаль, да будет доволен им Аллах, жил во времена правителя, который был сторонником заблудшего течения, мутазилитов, которые высказывались непристойным убеждением о священном Коране. И мутазилиты вместе с правителем пытались принудить Ахмада принять это вероубеждение. Тем не менее, посмотрите, что говорил Ахмад ибн Ханбаль в такой ситуации. Если у меня сегодня была бы только одна мольба, я бы обратился с ней к Аллаху за правителя. Поэтому на нас лежит обязанность, согласно изречениям таких больших ученых, как шейх Ан-Навави, делать дуа об исправлении и прощении за себя, за народ и его правителя. Сегодня одна из самых больших и страшных фитн в умме пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о которой все слышат и говорят, это появление хавариджей. Как предсказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Они якобы призывают к истине, однако их действия говорят сами за себя.
Они приводят хадисы неправильным толкованием, которыми вводят в заблуждение нашу молодежь. Что это за хадисы? Они утверждают, что их правитель Аль-Багдади является халифом, и приводят хадис, в котором говорится, что когда услышите о появлении халифа, то поспешите к нему дать присягу даже ползком на коленях. Все хадисы, которые они приводят, разберем по порядку. Кто будет халифом в конце времен? По словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, это будет имам Махди. Появление Махди – это одно из больших знамений наступления конца света. Как пришло в достоверных хадисах от Бухари, Муслима, Ибн Маджа, Табарани, Ибн Хиббана, халиф, то есть имам Махди, появится в Медине, будет из числа жителей этого города, затем отправится в Мекку. И там перед Каабой ученые, праведники и простые люди признают его и принесут ему свою присягу. Это и будет истинный халиф. А этот Аль-Багдади, он не из Медины. Не был признан в Мекке, и никто перед Каабой ему присягу не давал. Также в достоверных хадисах пришло, что после появления Махди и его признания со стороны Шама или Ирака соберется войско, глава которого будет намереваться убить Махди. И это войско в своем пути будет проходить в местечке под названием Байда, что между Меккой и Мединой. И тогда земля развернется и поглотит их всех до одного. И это будет большим знамением того, что появился действительный халиф, пока мы не слышали, что развернулась земля и поглотила войско. Поэтому ученые говорят, отвечая на вопрос о появлении истинного халифа, если вы слышите об этих знамениях, а это поистине будут большие события, о которых будет говорить весь мир, то тогда поспешите дать присягу халифу, даже ползком на коленях, как и пришло в хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотрите, что творят эти люди, вырывая слова из контекстов хадисов, провозглашая халифат и тому подобное. И эта фитна началась не сегодня. Такое происходит в каждом столетии, начиная с 3 века по хиджре. Начиная с убийства семьи Хусейна, его родственников, асхабов, захвата в плен их женщин. Оставшегося в живых сына Али Зайну Абидина они подвергали пыткам. В каком столетии это было? Разве это было сегодня? Нет, конечно. Это было в первых 3 столетиях. Поэтому фитн в последние времена этого света очень много, и мы не знаем, когда произойдет то или иное событие, так как время приближения конца света началось с пророчества пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Далее приводится хадис, который рассказывает Нуайб ибн Хамад. Он был одним из рассказчиков хадисов от имама Бухари. Он говорит: когда увидите черные флаги, оставайтесь на своих местах и в своих домах. Тогда появятся люди со слабым иманом и с острыми, как резцы пилы, сердцами.
Они будут провозглашать халифат, при этом не соблюдая никаких договоров и соглашений. Будут призывать к истине, но не будут иметь ничего общего с истиной. Они будут добавлять к своим именам прозвища с приставкой. Например, Абу Умар, Абу Бакр. Будут также именоваться по месту жительства, например, Аль-Багдади, по аналогии города Багдад. Их волосы будут отпущены, как у женщин. Они будут воевать между собой. Аллах же дарует истину тому, кому пожелает. Также приводится второй хадис от Нуайба из главы о фитнах. Здесь говорится: в это время будут люди, чьи уши не будут слышать истину, а глаза не будут видеть правду. Они соберутся воедино, подобно морской пене, и люди будут в недоумении от их большого количества и количества фитн из-за них. Они захватят часть Шама и нападут на Ирак. Будут нацелены на Аравийский полуостров. И умма будет испытана ими. Поэтому, размышляя над этими хадисами пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что мы видим? Нам становится ясно, что эти люди хавариджи. На этом сошлись почти все известные ученые исламского мира, назвав их заблудшими, а их правителем лже-халифом. Так как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что когда появится халиф, эта земля наполнится справедливостью, а люди будут уважать, любить и гордиться им. А что происходит сейчас? Массовые убийства, расправы над женщинами и детьми, сжигание людей, кругом нищета и бедность, и никакого благополучия в этих землях. Поэтому мы призываем молодых людей не поддаваться на их призывы. Это не халиф, о котором говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Также здесь приводится хадис о черных знаменах. Что это за знамена? Когда появится халиф, то есть имам Махди, и ангел над его головой будет призывать людей принести имаму присягу. То тогда со стороны Хурасана
Появятся черные знамена, которые поспешат на помощь Махди. Если ты хочешь выйти и присоединиться к сегодняшним знаменам, то послушай, что говорит Ибн Касир о Абу Муслиме Хурасане, который под такими черными флагами убил 600 тысяч мусульман. Эти черные знамена были и у нас, в Чечне, и мы видели, к чему они привели. Сейчас они появились на Ближнем Востоке, и мы видим, что там происходит. Поэтому человек должен задуматься и понять, что от этих людей исходит только зло. Когда они появились в нашем регионе, приводя те же самые хадисы, наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров, да примет Аллах его шахаду, встал против этого насилия, заявил об их заблуждении и назвал их хавариджами и врагами Аллаха, и правдой доказал это. Посмотрите теперь на наше сегодняшнее положение. Неужели этого не видно? Человек должен все взвешивать, размышлять, ведь Аллах говорит в Коране, что дал людям разум, в отличие от животных, приводит нам притчи, чтобы мы размышляли. Поэтому, если ты не можешь принять истину, зная, что это истина, то у тебя в сердце высокомерие и горделивость. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: человек, в сердце у которого высокомерие с песчинку, не войдет в рай. Как это понимать? Когда ты узнаешь истину, но не хочешь принимать ее, знай, что у тебя порок, высокомерие. Пусть Всевышний прервет последовательность хавариджей. Они ответят за содеянное, в этом нет сомнений. Ведь Аллах говорит, что Он карающий. Şey zulma dal abir boş ta atay pan şi koyuç dal hubo on elçe çil üyçök şaubo zuntiqa mushabu dal сандина ha. Однажды один разбойник, который грабил людей, намерился убить другого человека и забрать у него его имущество. Перед своей смертью последний, увидев куропатку, призвал ее в свидетели своего несправедливого убийства. Спустя некоторое время этот убийца был на приеме у справедливого правителя за столом, и ему подали мясо куропатки. Увидев ее, он засмеялся. А на вопрос правителя о причине смеха рассказал историю из своего прошлого. Тогда справедливый правитель сказал, что эта куропатка выявила тебя и покарал убийцу. Поэтому надо знать, без сомнения, что Аллах карающий, и Он непременно покарает этих людей. Дай Аллах нам разум, иман и следование истинному пути, чтобы быть благодарными Всевышнему Аллаху за Его благо.